Я убежден, что обретение Кыргызстаном членства в Организации Объединенных Наций – это равносильно получению независимости Кыргызстана. Это такой эпизод в истории нашей страны, который закладывает основу для большой международной политики нашего государства. Что предполагает наше членство в Организации Объединенных Наций? Прежде всего, это то, что мы обретаем, как и другие члены этой организации, полноправную возможность, полное право участвовать в международной жизни в современном мире. Участие наше может быть не только таким прямым участием, скажем, вот, физическим. В Организации Объединенных Наций очень много институтов и направлений, сфер, где можно сделать хорошее заявление от имени своего государства. И оно, если прозвучит, если оно обосновано, если оно новое, это нестандартное, это заявление может стать какой-то определенной международной фишкой нашего государства. Это большая работа, к нему, конечно, требуется большая подготовительность, большое время. Это исторический факт. Мне выпало в судьбе представлять наше государство в организации, которая является наивысшей, наиважнейшей организацией международной в современном мире. Каждое государство, когда обретает независимость, она перво-наперво старается подать заявку о вступлении в ООН. 2 марта исполняется 30 лет со дня вхождения Кыргызской Республики в состав Организации Объединенных Наций. Это была, конечно, мечта кыргызов, кыргызстанцев за все свои многовековую историю. Я работала министром иностранных дел в советское время и скажу, что в то время Кыргызстан мог иметь международные сношения только через МИД СССР. И благодаря тому, что наша республика была уже самоопределенное, самостоятельное, суверенное государство, войдя в состав ООН, она вошла в союз равноправных стран мира. Организация Объединенных Наций – это единственная площадка в мире, где каждая страна имеет равные свои права со всеми государствами, равные голоса в Организации Объединенных Наций. И благодаря своему вхождению в состав ООН Кыргызстан сегодня получает огромную помощь со стороны ООН. Вот как я сейчас помню, по-моему, где-то порядка более чем 25 структур организации ООН сегодня действуют в нашей стране, работают. Это ведь очень здорово, это не каждая страна имеет такую возможность. И то, что наша страна имеет эту возможность, надо этим нам бы и воспользоваться. И хочу сказать, что даже главы ООН, они почти все посещали, со дня наступления нашего, посещали нашу страну. Я помню Кофи Аннан, Пан Ги Мун, Гутерреш уже неоднократно посетил нашу страну. И каждый раз пребывание их в нашу страну и встреча с руководством нашего государства способствует еще большему и лучшему развитию нашего государства. Я думаю, что сейчас наша страна идет в рамках устойчивого развития в составе, как и все государства. И в этом плане структуры ООН, которые действуют в Кыргызстане, оказывают огромную помощь. Только вспомним, за последние 2 года, когда весь мир вошел в такую трагическую страницу, как COVID-19, ООН оказал огромную помощь. По-моему, даже порядка 30 миллионов оказано помощи, долларов оказано нашей стране. Они помогали и вакцинами, и материальной помощью, и беженцам, и так далее. В общем, всякую помощь оказывают. И наша Кыргызская республика смогла побыть в 1998 году, даже наша Кыргызская республика могла оказать помощь в миротворческой миссии ООН. Наши 150 посланцев участвовали тогда. То есть, когда мы вошли в Организацию Объединенных Наций, Кыргызстан стал свои международные сношения делать как свободное государство. Весь мир уже знает, эти государства, около 200 знают, что есть такая страна Кыргызстан, которая может работать, действовать и оказывать посильную помощь в мировое мироустройство. В этом году исполняется 30 лет
со дня вступления Кыргызской Республики в ООН. Это действительно очень значимая дата. За это время Кыргызская Республика в рамках ее взаимодействия с институтами, с агентствами ООН проделала очень большую работу и были достигнуты большие результаты, можно сказать. Мы выдвигали не одну инициативу, которые были поддержаны всеми государствами-участниками ООН, и были приняты соответствующие резолюции касательно, в частности, тысячелетия празднования эпоса Манас. Это была инициатива очень важная, и она на сегодняшний день продолжает свою реализацию. Это поддержка горных стран, это вопросы, связанные с зоной, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, и вопросы, связанные с культурным сотрудничеством, в частности, Всемирные игры кочевников, которые тоже были практически единогласно поддержаны государствами-участниками организации ООН. И это говорит в первую очередь о том, что, во-первых, достаточно продуманно выдвигались эти идеи, была проделана большая работа, связанная с подготовкой наших предложений, проводилась тщательная работа по согласованию с соответствующими государственными органами этих инициатив и этого предложения. А в последующем проводилась по дипломатическим каналам работа, связанная с согласованием нашей инициативы с другими государствами-участниками ООН. Помимо этого, мы с нашей командой успели реализовать наш проект, скажем так, идею, инициативу о том, чтобы впервые стать членом исполнительного совета ЮНЕСКО. В 2019 году на 40-й конференции ЮНЕСКО прошло очередное заседание, где нашу кандидатуру практически большинство стран, членов ЮНЕСКО, поддержали, и мы стали впервые членом исполнительного совета. Это очень авторитетная структура внутри, в рамках ЮНЕСКО, и мы на сегодняшний день имеем возможность до 2023 года активно участвовать в вопросах принятия очень важных вопросов, связанных с деятельностью этой структуры. Мы также очень плотно взаимодействовали с офисом УВКБ ООН. Как вы знаете, Кыргызская республика здесь тоже смогла отличиться, и в 2019 году мы первыми в мире добились статуса страны, где полностью мы смогли преодолеть без гражданства. То есть мы решили вопрос лиц без гражданства, и это произошло впервые, о чем УВКБ ООН с большим позитивом отметила. И Кыргызская республика в лице нашего гражданина Кыргызской республики принимала участие в очень престижной премии имени Нансена. Господин Ашуров, он у нас адвокат, гражданский активист, который принимал непосредственное участие в вопросах оказания содействия лицам без гражданства в получении гражданства. И, конечно же, его заслуги, которые были оценены премией Нансена, они автоматически подняли авторитет и нашей страны. Помимо этого, Кыргызская республика очень активно участвует в вопросах решения проблем, связанных с достижением целей устойчивого развития ЦУР, принятых в рамках ООН. Это
очень актуальная, очень важная часть повестки дня деятельности ООН. И Кыргызская республика также взяла на себя ответственность по достижению целей устойчивого развития. Каждый пункт этих целей устойчивого развития, они отражены в национальной программе устойчивого развития Кыргызской республики до 2026 года. Я в целом хочу поблагодарить все агентства ООН, которые работают на территории Кыргызской республики, за их максимально открытую, достаточно эффективную работу, за их нацеленность помогать правительству Кыргызской республики в достижении и реализации приоритетных задач, которые стоят перед правительством Кыргызской республики, которые стоят перед нашей страной и поднимаются на повестку дня нашим населением. И здесь видно, и мы это ощущаем, мы это видим, искреннее желание всех структур ООН помогать Кыргызской республике на этом треке. Поэтому эту работу мы ощущали и в период, когда я работал министром иностранных дел Кыргызской республики, и эту работу я вижу на сегодняшний день в качестве действующего депутата Джор Кенеши Кыргызской республики. Всем успехов! Я очень рассчитываю и надеюсь на то, что мы не просто отпразднуем 30-летие вступления Кыргызской республики в систему ООН, а мы сможем также подвести достаточно позитивные итоги нашего взаимодействия и перейти к дальнейшим эффективным шагам эффективного взаимодействия со структурой ООН в Кыргызской республике.